Светлана Сергеева продает арбузы, завезенные из Южного Казахстана. Говорит, там погода стоит солнечная и в спелости ягод сомневаться не приходится. В этом деле она уже специалист. Торговлей бахчевыми занимается долгие годы. Наметанный глаз предпринимателя сразу замечает самых сочных и вкусных полосатиков. При выборе удачного арбуза нужно руководствоваться определенными правилами. Четкие, ярко выраженные белые полосы, зеленые чередуются, зеленая, белая полоса. Я вот в этой куче не могу вам даже найти неспелый арбуз, чтобы показать, как выглядит неспелый. Они такие, вот эта белая полоса, она размытая, она такая, зеленоватая, то есть не четко, четкого рисунка нет. Чтобы жители Сибая могли вдоволь полакомиться арбузами, Светланой Сергеевой специально был выбран сорт Crimson Sweet. Его период созревания составляет 2,5 месяца с момента высадки в грунт. К тому же эти ягоды удобны в транспортировке. По цвету и рисунку сорт очень похож на астраханские арбузы, только на свету более отчетливо блестит. На данный момент мы привозим арбуз с Южного Казахстана. Это Шымкент, где-то на границе с Ташкентом, недалеко от Ташкента. Поэтому многие люди говорят, что сейчас, очень рано, то есть еще не поспел арбуз. Но на самом деле это не так. Потому что в Казахстане, в Южном Казахстане, на данный момент очень тепло. И там жара 40, 45, 50 даже градусов. Поэтому арбуз, он созрел самым естественным образом. И мякоть у арбуза красная, рассыпчатая, очень сладкий арбуз на вкус. Даже покупатели говорят, вкус из детства приходит и говорят, что очень здорово, очень вкусный арбуз. И то есть напоминает вкус арбуза из детства. Ну а теперь о том, что больше всего волнует покупателей. Безопасны ли для здоровья июльские арбузы? Избегая голословности, предприниматели предпочитают сдавать каждую партию бахчевых на экспертизу, не говоря уже о том, что вообще разрешение на торговлю выдается только после соблюдения целого ряда условий. Я сдавала анализы в санэпидинстанцию, то есть многие люди же говорят, ой, нитраты, еще это рано, еще там что-то. Нет, мы боимся. Но показатели такие, если, например, на арбуз нитраты не более 60, вот данный вид арбуза, который я привожу, менее 36. Другие показатели даже в 10 раз ниже. Поэтому можно есть всем, от мала до велика, и старому, и молодым, всем можно есть. К ранним арбузам у людей двоякое отношение. Одни сомневаются в экологичности ягоды, другие, напротив, уверены. Арбузы сейчас даже вкуснее, чем в конце сезона. Я вот сегодня первый раз купила. Часто имеете в виду? Я в августе обычно начинаю покупать, часто покупаю так. Вообще ни разу не покупала. А почему? Потому что еще рано покупать. Надо в августе покупать арбузы. Почему вы так считаете? Они выращивают со всякими химикатами, чтобы они быстрее созрели. Арбузы еще ни разу не покупала, но я жду, когда в конце июля, начало августа. Почти каждую неделю. Я на улицу беру в таких местах, мне нравится вообще спелые. Они показывают нам, открывают, нарезают кусочек. Стоит отметить, что арбуз имеет высокий уровень содержания бета-каротина, цитруллина, антиоксидантов. Все эти компоненты повышают иммунитет и предотвращают преждевременное старение. Врачи рекомендуют в теплое время года обязательно включать в свой рацион ломтик арбуза. Ну а когда это теплое время наступит, в июле или сентябре, каждый решит сам. Антон Шерстнев, Александра Половнева, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.